Домашнее насилие – проблема не только маленького государства, но и общества в целом. Особенно это актуально для женщин и детей. Так, за 11 месяцев прошлого года в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 8337 случаев домашнего насилия. К сожалению, мало кто был наказан. Уголовное дело открыто по 324 фактам. И у меня вот такой вопрос. Почему только 10% были привлечены к ответственности? Как все хорошо знают, в семьях сегодня ругаются, завтра мирятся. Пишут заявления, потом забирают. Счастливая семья строится не из ссор, а из приятных моментов. В результате внутренней и внешней миграции граждане вынуждены оставлять детей у родственников. Даже незнакомцы недовольны. Например, сейчас родители 85 460 детей находятся во внутренней и внешней миграции. В результате 3800 потенциальных владельцев оказались в руках совершенно незнакомых людей. Над этим мы работаем, у нас есть планы. Подскажите, что работает? Решений много, мер много. Что делаете? Мигранты не будут депортированы из Кыргызской республики, если они не зарегистрируют своих детей и не назначат их опекунами. Депутат Айнура Алтыбаева подчеркивает важность разработки превентивных мер, а не борьбы с последствиями насилия. В этой связи в парламенте обсуждался законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия домашнему насилию. Он включал более строгие меры, такие как наказание преступника, даже если жертва подала отказ от заявления. Принято решение исключить штраф по инициативе коллеги Перматова, и оставить общественные исправительные работы, чтобы человек на себе почувствовал определенную вообще наказание и еще и смог принести пользу обществу через общественные исправительные работы. В конце обсуждения депутаты поддержали внесенные изменения и приняли во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия домашнему насилию. Айджан Аманова, Тынч Токольбаев, Ньюс ТВ.